Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Право на трудовую деятельность гражданина в нашей стране является одним из важнейших для каждого из нас. Тем важнее становится соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений. Какая ситуация складывается у нас в республике с соблюдением трудовых прав граждан на оплату труда, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Никита Чебаненко, прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета Российской Федерации в республике Саха-Якутия. Никита Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с первого вопроса. Какая ситуация сегодня складывается на территории республики с соблюдением трудовых прав? Приоритетным надзорным направлением органов прокуратуры продолжает оставаться защита трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда. Всего в результате принятых надзорных мер прокурорского реагирования в отношении работодателей, контролирующих и иных органов возмещено 134 миллиона задолженностей по заработной плате, восстановлены права 4000 граждан. Что касается следственных органов по республике Саха-Якутия, то в 2023 году следственными органами возбуждено и расследовано 7 уголовных дел. Установленная сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей. В аналогичном периоде 2022 года такая сумма составила более 70 миллионов, ущерб. Но это же вот все случаи задержки оплаты заработной платы. Что касается в уголовно-правовом поле. А какие права есть у граждан в целом в случае задержки зарплаты? Трудовые права граждан регламентированы в первую очередь Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом. Так, при трудоустройстве в трудовом договоре обязательно должны быть указаны такие условия. Это размер оклада, тарифной ставки, виды и размеры стимулирующих компенсационных выплат. Это такие, как районный коэффициент, северная надбавка, доплата за вредность, за квалификацию. Например, в случае водителя, у водителя установлена классность, у учителей категории. Также за вредность, за совмещение в срочную работу в выходные и праздничные дни. Заработная плата выплачивается минимум 2 раза в месяц. Отпускные выплачиваются за 3 дня до начала отпуска. Окончательный расчет должен быть произведен не позднее дня увольнения сотрудника. В случае, если сотрудник не находился на рабочем месте в момент увольнения, то не позднее следующего дня с момента предъявления требований сотрудника о возмещении ему заработной платы и иных выплат. Так, ответственность за задержку заработной платы предусмотрена Трудовым кодексом, Кодексом административных правонарушений Российской Федерации, а также Уголовным кодексом Российской Федерации. Никита Евгеньевич, задам, наверное, крайне простой вопрос, и я думаю, он интересует всех. Куда жаловаться в случае задержки заработной платы? Гражданин в случае нарушения его прав вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам, если такие имеются у работодателя. Также может обратиться в суд, в том числе на оспаривание решения трудовой комиссии. Также за решением индивидуального трудового спора гражданин вправе не позднее 1 года со дня установленного срока выплаты заработной платы обратиться в суд, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. Также в органы контроля, это Государственная трудовая инспекция, и в органы прокуратуры. Так, многие граждане боятся обращаться в контролирующие органы в связи с тем, что боятся увольнения. Между тем, им необходимо знать о том, что в случае подачи заявления они могут указать о том, что конфиденциальность своего обращения. И, например, органами прокуратуры будет проведена проверка в отношении не одного гражданина, а в отношении всех работников предприятия. Также гражданин вправе воспользоваться так называемой самозащитой. Трудовым кодексом установлено, что в случае, если гражданину была не выплачена заработная плата свыше 15 дней с момента установленного срока выплаты, то гражданин вправе не выполнять свою трудовую деятельность. То есть, смотрите, работодатель, понятно, несет ответственность уже там административную, уголовную. А вот это вот обращение, оно чем-то чревато для сотрудника? То есть может ли работодатель потом его уволить просто-напросто после такого прецедента? Конечно, нет, за это не может уволить. То есть какие-то защищенные у нас полностью сотрудники? Да. А если вот эта задержка заработной платы, она произошла не по вине работодателя, а по вине, допустим, банка? То есть, там банк задерживает финансовые средства на своей стороне. Здесь как закон работает? В любом случае он стоит на стороне работника. И в случае задержки будут применены меры к работодателю. А вот мы сказали о том, что это все равно чревато для работодателя. Какую ответственность несет непосредственно сам работодатель? Работодатель? Да. Чем грозит задержка заработной платы?
Даже одному сотруднику? Ну, как я говорил раньше, трудовым кодексом в случае задержки заработной платы работодатель должен будет выплатить ему компенсацию за время, за просрочку выплаты заработной платы и иных причитающихся выплат. А вот если мы говорим о том, у кого трудовой договор не заключен, несет ли здесь руководитель уголовную ответственность в таком случае? Но в любом случае руководитель несет ответственность. В случае нарушения при заключении трудового договора руководитель несет административную ответственность, но также и уголовную. Это вот все формы трудовых взаимоотношений. Трудовой кодекс, гражданско-правового характера документы, срочный трудовой договор. Да. И тоже сюда относится. Да, да. А в каком случае наступает уголовная ответственность за невыплату заработной платы? Какие суммы нужно накопить и сколько дней нужно не выплачивать зарплату своим сотрудникам, чтобы уже, так скажем, разбираться в другом поле? В настоящее время уголовное законодательство предусматривает ответственность за невыплату заработной платы, стипендий, пособий, иных выплат. Ответственность может быть возложена не только на руководителя предприятия, но также и на представительство иного обособленного структурного подразделения организации, в том числе, если в организации предусмотрено коллективное управление, то ответственным будет лицом, на которого возложены права и обязанности по начислению выплаты заработной платы. Так, в Уголовном кодексе предусмотрена статья 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за невыплату заработной платы, стипендий, пособий и иных выплат. Так, в соответствии с частью 1 статьи 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае частичной невыплаты свыше 3 месяцев заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, руководителю грозит уголовная ответственность. В части 2 данной статьи предусмотрена уголовная ответственность за невыплату заработной платы свыше 2 месяцев. Также частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность, если невыплата или частичная невыплата заработной платы повлекла тяжкие последствия. А вот все-таки какая уголовная ответственность, каких масштабов наступает? Что предусмотрено буквой закона? Ответственность предусмотрена от принудительной работы, лишения свободы. Также предусмотрен штраф, и все в зависимости от квалификации, от части квалифицированной статьи. А если мы говорим о лишении свободы, какой максимальный срок? Вообще До 5 лет, от До года, 5. от года до 5. И опять же, вот как вы ранее отметили, ответственность лежит не только на руководителе, но и на, допустим, главном бухгалтере, которые специалисты занимаются, тех специалистов, которые занимаются... Нет, ответственность лежит на руководителе. На бухгалтерах не лежит ответственность. То есть это мы сейчас говорим не только про заработную плату, но и, допустим, про стипендии в университетах. В том числе все тоже. выплаты, причитающиеся работникам. А есть еще такое понятие корыстная или личная заинтересованность в этом деле, в чем она заключается, что это за понятие и какая за это предусмотрена ответственность? Под корыстной или личной заинтересованностью понимается стремление получить материальную выгоду в виде наживы или избавления от затрат. Так, судебная практика также под иной и личной заинтересованностью понимает действия, направленные на увеличение прибыли предприятия, продолжение развития функционирования организации, как следствие личное обогащение работодателя, а также карьеристские побуждения, заключающиеся в желании приукрасить действительное положение дел и показать себя перед учредителями данного общества компетентным руководителем. Ну, то есть такие прецеденты у нас в республике уже есть. Да, Практики как я говорил ранее, за 2023 год было возбуждено и расследовано 7 уголовных дел. Вот именно с корыстной или личной заинтересованностью. Там, в соответствии с статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, основанием привлечения уголовной ответственности является обязательно, чтобы была корыстная или иная личная заинтересованность. В иных случаях уголовная ответственность не предусмотрена. То есть состава преступления не будет. Если владетель информацией, как-то бы хотелось какие-то подробности узнать, что там было. Например? Ну вот в чем была личная заинтересованность работодателя, допустим, в каком-то из случаях прошлого года? Ну, когда в случае руководитель обязан был выплатить заработную плату, но не выплатил, а потратил денежные средства на нужды предприятия. То есть установлена очередность выплаты заработной платы. То не заработная плата, а выплаты платежей предприятия. Ну и там же также предусмотрены различные санкции, так, насколько я понимаю. Статьей Уголовного кодекса, да. Никита Евгеньевич, а если говорить о статистике, как у нас в республике меняется картина с подобными правонарушениями?
Стали ли работодатели чаще или реже задерживать заработную плату по тем или иным причинам сотрудникам? Ну, на самом деле ситуация остается практически на неизменном уровне. Мгм. А на неизменно высоком, низком? Ну, как я уже ранее говорил, было возбуждено 7 уголовных дел. В том числе по результатам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела. Ну, я уверен, Никита Евгеньевич, что благодаря вашей работе, работе ваших коллег, в том числе и профилактике, которая сейчас активно ведется, подобных правонарушений у нас будет меньше, и все будут получать заработную плату вовремя. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо, до свидания. Ну и напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.